преподносит эту историю. И я думаю, что многие из вас, особенно старшее поколение, бывают иногда в шоке, когда молодежь начинает говорить какую-то ерунду и говорить это на полном серьезе. И вот в свое время, вот, в 22 году, 9 мая, на площади Победы, когда был митинг, наш президент сказал, что война на идеологическом фронте, на историческом уже идет. Она идет очень долго и очень усердно. И от того, насколько мы победим вот этой идеологической борьбе, в борьбе с историей, за историю нашу, от этого зависит очень много. И мы видели, как в 2020 году вот молодежь ходила с бело-червоно-белыми флагами, и они все были уверены, что это вот, они нормально пацаны такие, что это флаг действительно белорусский, и что они вот именно выступают за Беларусь. И вот получается так, что вот эти фейки, они не то что в каком-то направлении идет изменение, потому что если вы что-то сфальсифицируете, ну какой-то вопрос, для этого достаточно открыть справочную литературу и найти. Да, это сфальсифицировано. Но есть выше вот этих, это называется фактографические фальсификации, когда факты просто врут. Далее из этих фактографических фальсификаций создается пирамида, над которой стоит концептуальная фальсификация. То есть какая-то концепция, она формируется, и вот эта концепция продвигается с помощью вот этих мелких фальсификаций, создаются целые концепции. Еще выше, когда мы берем вот эти концептуальные фальсификации, на вершине стоят системные фальсификации. Пожалуйста, следующий слайд. Системная фальсификация нам изменяет все наше мировоззрение о нашей истории. То есть оно полностью переворачивает. Ну, это я уже рассказал, следующий слайд, пожалуйста. И вот системная фальсификация нам переворачивает все наше представление о фактах. И, ну, допустим, европейцы, они уже давным-давно взяли направление на изменение нашей истории, на ее фальсификацию. Потому что основной позыв то, что в годы войны воевало два тоталитарных режима, коммунистический и нацистский. Вот это вот такая парадигма, которая лежит в основе как фальсификации истории войны, так и предвоенного периода. Именно представить Советский Союз как преступный тоталитарный режим. Почему так делается? Потому что немцы уже были осуждены на Нюрнбергском процессе, теперь хотят сделать преступным Советский Союз, и, соответственно, война двух преступных режимов, итоги войны, они должны быть пересмотрены. То есть все сводится в конечном итоге к финансовым вопросам, разделить и грабить остатки Советского Союза и России, которая сейчас владеет огромными запасами, огромными ресурсами. Вот, собственно, к чему сводятся вот эти вот фальсификации. Следующий, пожалуйста, слайд. И еще один. И, соответственно, начало вот этим системным фальсификациям положил 13 мая 1947 года Гарри Трумэн. Вот он сказал, мне не важно, как вы назовете тоталитарный режим, коммунистическим, фашистским или нацистским. И вот с тех пор, с 1947 года, прикиньте, с 1947 года, уже 78 лет, Запад, Америка целенаправленно долбит вот эту тему. Для того, чтобы представить Советский Союз и советскую власть, чтобы представить именно преступной. Следующий слайд, пожалуйста. Так. Идут, кроме вот этой фальсификации, это была общая фальсификация на военный и предвоенный период,
Есть еще две системных фальсификации, которые касаются именно истории Отечественной войны. Первое – это подмена термина «Великая Отечественная война» на термин «Вторая мировая война». Казалось бы, ну что здесь такого? Была Вторая мировая война? Была. Союзники Советского Союза участвовали в этой войне? Участвовали. Почему бы не назвать Великую Отечественную Второй мировой? Казалось бы, ну, логика есть определенная. Казалось бы. Вторая системная фальсификация – это необходимо забыть Великую Отечественную войну как что-то далекое, как что-то такое неважное, что не имеет никакого значения, и забыть ее и больше не вспоминать. Казалось бы, такие вот очень смутные фальсификации, но они системные. Они меняют все наше представление о прошедшей войне. Следующий слайд, пожалуйста. Так, можно чуть экран передвинуть, в смысле, проехать? Нет, это не в проекторе, а в экране. А, в экране? Может, его там поправить экран? А давайте мы сейчас передвинем. Отлично. И все проблемы. Системная фальсификация, которая уравнивает коммунистов и фашистов. То есть системная фальсификация, как я говорил, это вершина пирамиды. Дальше идут концептуальные фальсификации под ней. И вот смотрим. Переписывание жертв оккупантов на счет НКВД. Ну и в качестве примера вот, можно привести Катынь, Медная, Харьков, Быковня. И последних 6 лет сюда подключились куропаты. Далее. Следующая концептуальная фальсификация – это обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны. Казалось бы, если бы у нас была, ну в смысле, когда у нас есть Великая Отечественная война, как можно обвинить Советский Союз в войне, в которой он не участвовал? Ну если мы ее назовем Вторая мировая война, то есть тут же можно обвинить, что мы участвовали во Второй мировой войне, и тут же обвинить, что мы ее виновники начала войны, казалось бы. Следующее, это уже недавно появилась фальсификация концептуальная. На Западе уже все свято верят, что Германию победила Соединенные Штаты Америки, а Советский Союз были оккупантами Западной Европы. Вот эта фальсификация сначала была так, продвигалась, а в 19 году, когда была принята резолюция Европарламента, эта фальсификация была узаконена в Европе, и это уже, как говорится, монумент стал. Все, то есть уже европейцы вы другое не скажете. Если вы скажете, что Польша виновата в развязывании войны или Германия, то что? Советский Союз виноват. Все, однозначно и бесповоротно. Далее. Фальсификация, которую мне удалось, в принципе, изучить, это обвинение СССР в равной ответственности за уничтожение евреев. Не за само уничтожение, а ответственность за уничтожение. Казалось бы, немцы уничтожали, Советский Союз обвиняют, что они помогали этого делать. И вот для этих свои исследования, вот по этой теме я опубликовал вот этой книги. Она, как видите, небольшая книжица. «Белорусы. Народ праведников». И вот здесь более 50 страниц посвящено тому, как сейчас западные политтехнологи, как они грамотно подводят маленькими шажочками именно к вопросу того, что СССР несет равную ответственность за уничтожение евреев. Следующая фальсификация – это концептуальная компрометация белорусских партизан. Тоже я вот этой книжице изучал, как западные историки или западные политики компрометируют белорусских партизан. И вы знаете, что не у нас, когда-то была такая Лариса Гениуш,
коллаборантка, которая писала стихи «Ай-яй-яй», вот если бы не партизаны, так не полили бы немцы вёски. Ну, типа такого, что они никого не спасали. Ну, здесь очень легко этот факт опровергнуть, достаточно почитать материалы Нюрнбергского процесса. И там четко написано план ОС, который предусматривал уничтожение 75% населения Беларуси, который предусматривал остальных сделать рабами, из расчета на каждого немца по 2 раба на каждого Гроссбауэра. Вот это вот, все это было.